Уже на протяжении 2 месяцев принимается бюджет Гагаузии на 2012 год. Напомним, что после принятия бюджета 6 января депутатами Народного собрания Башкан Гагаузии Михаил Формузал не подписал бюджет, отправив его на доработку депутатскому корпусу. Исполком принял, с учетом того, что несколько раз менялись основные цифры, 1 и 2 статья в Республике Молдова по расходам ЭТК вложения, было принято несколько цифр, поэтому исполком рассматривал их повторно уже после принятия закона о бюджете, цифры, которые мы не знали, поэтому мы, согласно законодательству, внесли изменения в свой проект бюджета и предложили вариант. К сожалению, он сегодня не рассматривался, рассматривался тот, который был предыдущий, с изменением 1 и 2 статьи. 8 февраля на заседании Народного собрания принятие окончательного бюджета вызвало бурные обсуждения и споры среди депутатов. Рассматривался бюджет на 2012 год, вариант, предлагаемый исполнительным комитетом с внесением изменений Народного собрания Гагаузии. В итоге было предложено поименное голосование. Вот у меня проект ваш исполком. Что 13 октября вы предложили? Ничего не изменили. А какой согласительной комиссии? Я тут 2 месяца, Сергей Константинович, вам говорит, кто не был, кто сейчас спорит тут. Федор Петрович, вы нам говорите, что 1 400 000, вот все, 7 миллионов осталось. Берем изменения, идем по изменениям, которые предлагает Народное собрание, или идем по пути, что предлагает? Пусть исполком то, что предлагает, давайте. Первое, давайте сначала ставим закон один. То изменения мы рассматриваем один вариант. Изменение исполкома, второй вариант изменения Народного собрания. Говорили, кто за народ, кто за что. Я вношу предложение. Поименное голосование. Ну, снимайте долго миллион себя. Ну, чтобы люди знали, что вот они не проголосовали миллион. Ведь я сегодня тоже могу много выступать, говорить, там Карбалию срезали опять. Директора учебных заведений и учителя пришли на Народное собрание высказать свое мнение по поводу вопросов, касаемых образования и бюджета в том числе. Мы сюда пришли всем составом консультативного совета Главного управления образования. Здесь слушаются вопросы по образованию, и мы хотели бы поучаствовать в обсуждении этих вопросов. А что касается бюджета, так это не только мы, это все наши коллективы ждут, чтобы он был принят, этот бюджет, и был принят такой, который нужно, чтобы мы могли финансироваться нормально. На протяжении 2 часов принимался бюджет Гагаузии. Теперь дело осталось за Башканом. Председатель Народного собрания Анна Харламенко предполагает, что данный вариант бюджета Михаил Формузал все же подпишет. Он обязан, потому что слишком много было разговоров вокруг этого бюджета. И действительно уже люди могут не получать заработную плату из-за того, что он капризничает и не хочет его подписывать. Я думаю, что если он патриот Гагаузии и гарант Конституции, и человек, которому люди уже 2 раз доверили мандат Гагаузии, обязан подписать и не ставить препоны ни Народному собранию, ни народу Гагаузии. Однако выступить с речью учителям так и не довелось. После принятия бюджета сессия Народного собрания была прервана, так как депутаты Народного собрания посчитали нецелесообразным продолжать сессию, пока Башкан не примет решение по поводу бюджета.